Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Сегодня 10-я Джумада Ат-Тани 1432 года по хиджре, мусульманскому летоисчислению. Мы неоднократно рассказывали вам о традициях и обычаях народов России, исповедующих ислам. Наш ставропольский корреспондент Анита Литвинова приглашает всех зрителей программы «Мусульмане» в Ногайскую степь. Народ, о котором мы поведем рассказ сегодня, один из древнейших обитателей Кавказа. Это ногайцы. Кто они, когда пришли на Кавказ и как живут сейчас, узнаем. Засушливые степи Северного Кавказа в междуречье Терека и Кумы уже почти полтысячелетия родной дом для ногайцев, а когда-то территория их кочевий простиралась намного шире. Предки ногайцев – тюркские племена половцев, агузов, монголов-мангитов. Само слово «ногайц» пошло от имени золотоордынского хана Ногая, который жил в XIII веке. Более широкое распространение это название получает при сыне Ногая, хане Эйдигее. Тогда Золотая Орда распалась, и из нее выделилась Ногайская Орда, которая стала самостоятельным государством. Первые сведения о появлении ногайцев в северокавказских степях, в том числе низовьях Терека и Сулака, относятся к концу XV века. Но внутренние распри уже в XVI веке значительно ослабляют большое и сильное государство, и грозная Ногайская Орда распадается на две – большую и малую. Восточные районы Северного Кавказа были освоены выходцами из Малой Орды, а низовья Сулака и Терека – из Большой Орды. В Нефтекумском районе Ставропольского края находится 18 аулов. Вообще в России около 90 тысяч ногайцев. Они сумели сохранить обычаи и веру предков. По канонам ислама здесь отмечают не только Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, но и национальные и даже светские праздники. Ранним утром мужчины отправляются в мечеть, а женщины готовят праздничный обед. Основные блюда – свежая баранина и шурпа. Перед тем, как приступить к трапезе, общая молитва. Затем мужчины в сопровождении муллы отправляются на кладбище, помянуть своих родных и близких, а после навещают соседей. Угощение готовится в каждом доме. Нельзя обидеть друзей, родных, знакомых, старейшин и не зайти с поздравлениями в гости. Когда наступает пора народных гуляний, по обычаю всадник объезжает улицы аула, громко оповещая жителей о начале торжества. Сейчас лишь праздничный атрибут, и современные ногайцы, прячась за теплыми овчинными стенами кочевого жилища от пронизывающего степного ветра, лишь представляют себя в обычных условиях жизни своих прадедов. А вот как выглядела жилая юрта, скажем, 100 лет назад. Благодаря сотрудникам Ставропольского краеведческого музея можно подробно рассмотреть прошлое за стеклом. Топчан – место для отдыха и сна, штора, которая отделяет женскую половину от мужской, детская люлька, казан на открытом огне, различные предметы домашнего обихода. Когда приходило время, хозяин юрты грузил ее на арбу, и его походный дом обретал новый адрес. Кочевники перемещались с зимней стоянки на летнюю и обратно. Позже, осев на одном месте, ногайцы жили в полуземлянках, наземных турлучных и саманных домах. Потом к ним пристраивались новые комнаты, когда сыновья женились. На семейную жизнь мог рассчитывать уже состоявшийся жених. Калым за невесту приходилось платить немалый. Но только деньгами не отделаешься. Невесте полагается сундук или в современном варианте чемодан с красивой одеждой и украшениями. Следующий важный обряд в жизни ногайцев – наречение младенца. Исму Наиля бинту Султанбек. Исму Наиля бинту Султанбек. Исму Наиля бинту Султанбек. А такую древнюю процедуру испокон веков проводят для детей, которые только начинают делать первые шаги, чтобы ребенок легко шел по жизни и в правильном направлении. Но, как говорят степняки-кочевники, на лошади они учились ездить раньше, чем успевали научиться ходить.
наездники соревнуются в мастерстве до сих пор. На этом турнире победители получили в качестве приза баранов элитной породы. Праздник продолжается, а это замечательная возможность посмотреть на традиционные народные забавы, борьбу на поясах, игру с палками. Всех, кто хочет и может прийти сюда, чтобы знать национальные песни и танцы, обязательно научат. А имам аула Тукуй Мектеп Разгильды Абдул-Халимов даже в свои года обойдет любого школьника в раскручивании юлы. Эти игры долгие века учили прадедушек и прабабушек, современных мальчишек и девчонок силе, выносливости и ловкости. А вот самые маленькие потомки некогда Грозной Орды, воспитанники детского сада. Некоторые вековые обряды им знакомы очень хорошо. Да и как, например, степняку, живущему на засушливой равнине, забыть обряд вызывания дождя? Летом в Ногайской степи воздух раскаляется до 50 градусов. И до сих пор в некоторых аулах женщины наряжают чучело, андир-шапай, который изображает ангела дождя. Дети носят его из дома в дом, при этом они поют ритуальную песню «Пусть дождь пойдет, андир-шапай». Ногайцы верят, что после этого обязательно пойдет дождь, и часто так и происходит. Степь диктовала ногайцам образ жизни. Их традиционными занятиями всегда были коневодство, верблюдоводство, скотоводство. Они разводили овец, коров, коз, а еще занимались земледелием. Кроме того, ногайцы были отличными охотниками и рыболовами. Традиционные блюда – бешбармак, шашлык, каши, различные виды сыров, пироги, напитки, которые помогали степнякам пережить знойное лето и суровую зиму, ногайский чай, кумыс, айран, ремесла, которыми издревле занимались кочевники, изготовление сукна, обработка кожи, овчины, дерева, производство войлока. Однообразный степной пейзаж не смущал кочевников, свою жизнь они украшали сами. Ареал обитания ногайцев – это такая вот степная местность. А степь, она хороша только весной, может быть, когда вот расцветают всякие растения, когда цветы появляются, трава зеленая, а потом летом все выгорает и осенью. И перед вот этими кочевниками простирается достаточно однообразный пыльный пейзаж. И вот чтобы как-то хотя бы свой внутренний быт украсить, как-то разнообразить, они делали такие вот вещи ярких очень цветов, зачастую несочетаемые друг с другом цвета, чтобы вот от этой серости как-то уйти. Не дает забыть обычаи предков традиционное воспитание, которым отличаются ногайские семьи. Если не будет наши обряды сохранены в наших детях, ну, то народ погибнет. Она потеряет свою самобытность, историю свою. Но как есть пословица «Иван, не помнишь резца», мы забудем все. Поэтому каждый старается в семье что-то передать своим детям. Язык, обычаи, традиции. Кроме того, родному языку учат в школе. Правда, предмет факультативный, но преподаватели не жалеют времени. Если не забывать рассказывать детям об истории, бытии и традициях предков, говорит директор школьного музея Руфина Махсутова, суровая степь для них всегда будет родным домом. Когда вот при въезде особенно чувствуется, это не одной мне, наверное, запах вот этой полыни, которая с детства нам знакома. Вот это вот вдыхаешь аромат степной травы и как-то успокоение. В ауле Тукуй Мектеп свои маленькие музеи есть и в школе, и даже в детском саду. Знаете, как называется? В старину его называли Топтай. Знаменитый ногайский писатель Исаак Апаев, автор замечательных рассказов, повестей и романов, старается сохранить в своих произведениях историю и характер своего народа. Не так давно он составил русско-ногайский разговорник. Эта книга и для тех, кто хочет узнать больше о ногайцах, и для самих ногайцев. Особенно для молодежи, которая, уезжая далеко от дома, забывает свой язык. Молодежь вот идет в армию, не может писать письма. Вот такие примеры для них, клише. Вот.
пусть там в армии поддержит этот разговорник и напишет отцу, матери письмо. В этой книге не только словарь, но и ногайский календарь, и образцы ногайской литературы, и переводы русских классиков. Так по-ногайски звучит Лермонтов. Тау баслары көніп, ютылған түн ұйқыға, тоғайлықлар тынып, толы шықлы ауаға, шаңланмайды yolda, сыбырсыз шөп үленді, біраз сақла солтта, тыншаярсың ау сенде. Кочевники-ногайцы не оставили после себя много архитектурных памятников. Зато на Кавказе о них говорит сама земля. Ногайский язык запечатлелся в названиях рек, озер и населенных пунктов. Например, Егорлык в переводе значит «река, текущая в возвышенном месте». Ташла – каменистая река. Калаус – скалистая вода. Название села Тукуй-Мектеп имеет целую историю. Тукуй – это имя богатого скотовода, трижды совершавшего паломничество в Мекку, и по этому случаю давшего обет построить школу. Мектеп значит «школа». Ногайцы сыграли видную роль в российской истории. Со времен Ивана Грозного многие ногайские мурзы находились на службе в Москве. В дальнейшем их потомки, принявшие крещение, стали родоначальниками многих русских княжеских и дворянских фамилий. Например, князья Юсуповы и Урусовы. Современные ногайцы рассказывают об этом с гордостью и хранят в бескрайних ставропольских степях не только память о предках, но и их обычаи. Ведь это для них вопрос национального самосохранения. Мира, милости и благословения Всевышнего я желаю степнякам, ногайцам, зрителям программы «Мусульмане» и всем народам нашей многонациональной страны. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.